люди не держат в руках оружие, они ничего не взрывают, они ничего такого не делают. Их судят за терроризм. Да. Но их судят за терроризм, их не судят за политические убеждения, а их судят за терроризм формально. Хотя на самом деле их судят за мнение, за позицию, за какие-то мысли, за то, как они видят свое будущее или там будущее государства и так далее. Но тогда можно всех хватать. Давай скажем уже окончательную правду, что их судят за то, что они крымские татары, и никаких других национальностей они не привлекают там по этим делам о терроризме. У нас террористы, у них там это равно крымские татарин. Они называют крымских татар террористами и сажают в тюрьму, и хотят показать миру, что вот мы боремся с терроризмом, вот крымских татар мы таких, они даже, ну, они будут говорить, что вот мы как бы это террористические организации, там, хотя в этих приговорах я беседовал с адвокатами, я говорю, ну хоть что-то, а ни на чем они основывают обвинение? Ни на чем. Ни на чем вообще. То есть, понимаете, людей сажают за терроризм, за разговоры и книжки. За разговоры и разговоры не о терроризме, не о желании что-то взорвать, не о желании что-то там, что-то даже повредить или чью-то жизнь переломать. А людям ломают жизнь просто так, потому что вот они крымские татары, и надо изобразить терроризм. И их мечта, наверное, да, чтобы в Крыму что-то такое происходило, чтобы они могли сказать, что вот, как на чеченцев в свое время пальцем указали, да, что вот это террористы, и мы с ними будем бороться, и весь мир должен молчать, и мы будем тут массово их прессовать. Это на самом деле так. Эти технологии, как ты правильно заметил, были опробованы еще в Башкирии, в других национальных, да, и религиозных регионах Российской Федерации. Им не удалось в 2014 году. По разным причинам не удалось осуществить в Крыму кавказский сценарий. И из-за того, что мы не давали таких возможностей, из-за того, что в самой России все-таки есть люди, которые не приветствуют подобные методы, и как бы там своя борьба внутренняя происходит все-таки. И мы сегодня там имели разговоры с украинскими политиками на эту тему, и как бы информация подтверждается. И поэтому вот работает такой сценарий сегодня, но никто не говорит, что завтра может быть по-другому.